Вторая мировая, Великая Отечественная война, победа. Эти слова до сих пор волнуют души людей. И старшее, и подрастающее поколение чтят память миллионов сломанных судеб в этой жестокой войне. Поэтому мы воспитываем молодежь на примерах исторических подвигов их предшественников, так как корни нашего прошлого происходят из тех суровых времен. Бесчетные имена без вести пропавших солдат Второй мировой войны. Их полный список до сих пор неизвестен, но поиски никогда не останавливались и продолжаются до сих пор. В Казахстане тысячи людей продолжают поиски своих предков. Они хотят знать, где погибли и захоронены. Поиски погибших солдат прошедшей войны идут по инициативе и благодаря личным усилиям неравнодушных людей. Именно это может дать должную оценку вклада наших соотечественников, вернуть из небытия их имена и позволит ныне живущим гордиться своими героями. В сражениях Второй мировой на польской земле погибло более 600 тысяч советских солдат, из которых около 12 тысяч были призваны в Казахстане. До сих пор неизвестно, сколько казахстанцев погибло в немецком плену и сколько смогли вернуться на родину после войны. Ламбиновицы – населенный пункт с особой историей. В этой местности немцы 3 раза создавали концентрационные лагеря для военнопленных во время Первой и Второй мировых войн. В разные годы от невыносимых условий жизни здесь погибло свыше 100 тысяч военнопленных. Большинство из них похоронены в братских могилах. В 1964 году на месте бывшего лагеря был создан Центральный музей военнопленных в городе Ламбиновицы. Сотрудники музея проводят научные исследования, документирование архивных материалов, образовательную и выставочную работу, издательскую деятельность. В музее организована выставка, посвященная советским военнопленным. Исторических документов сохранилось очень мало. О казахстанских военнопленных нет никакой информации. Były 2 powody. Pierwszy powód to był taki oficjalny, czyli że Józef Stalin, przywódca Związku Radzieckiego, nie podpisał konwencji genewskiej. Ale to było oczywiście, to była w pewnym sensie wymówka. Dlaczego? Ponieważ Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy, zawsze wierzył, że ludzie nie są sobie równi. Również w obozach jenieckich ta ideologia nazistowska została wprowadzona. Czyli po pierwsze, najlepiej traktowano żołnierzy anglosaskich, gdyż oni byli spokrewnieni jako Germanie z Niemcami. Gorzej traktowano żołnierzy pochodzenia romańskiego, jak Francuzów i Belgów. A najgorzej traktowano żołnierzy pochodzenia słowiańskiego. To, co działo się w obozach, gdzie przebywali żołnierze brytyjscy, było w dużej części dokumentowane za pozwoleniem Niemców. Gdyż warunki, które panowały w obozach brytyjskich, tak zwanych brytyjskich, gdzie przebywali żołnierze armii zachodnich, były znacznie lepsze. Więc służyło to jako dla celów propagandowych. Po prostu chciano udowadniać krajom zachodnim, chciano udowadniać społeczeństwom zachodnim, że jeńcy brytyjscy, jeńcy pochodzący z Francji czy z Polski nie są przebywani w złych warunkach. Dlatego dokumentowano te życie za pomocą m.in. zdjęć. Natomiast warunki panujące w obozach, gdzie przebywali żołnierze Armii Czerwonej, uwłaczały godności ludzkiej. Panowała tam wysoka śmiertelność, dlatego Niemcy nie dokumentowali życia w takich miejscach, w związku z czym po wojnie nie znajdziemy wiele śladów życia jeńców Armii Czerwonej właśnie w takich obozach. Центральный музей военнопленных в Ламбиновице. На территории музея есть историко-природный маршрут, который приводит к захоронению советских военнопленных. На ухоженной территории покоится прах 42 тысяч безвестных советских солдат. Неизвестные судьбы прошедшей войны. В одном из сохранившихся бараков лагеря остались деревянные лежаки, как дань мученичеству и страданиям военнопленных. Шымкентские школьники вместе с учителем истории Умиром Шиныбекулы
В результате школьных исследовательских работ и поисков выяснили, что в лагере Сталак-318 находились военнопленные солдаты из Южно-Казахстанской области. Но о них нет никакой информации. Если со стороны казахстанцев поступят какие-либо документы, статьи и публикации в прессе, что их близкие родственники содержались в этом концлагере, то сотрудники музея готовы открыть экспозиции и выставки, посвященные этим людям. Staramy się być w kontakcie z rodzinami byłych jeńców, dokumentujemy, opisujemy takie rzeczy. Robimy również wywiady z ostatnimi świadkami historii. Niewielu ich zostało, ale jeżeli jacyś jeszcze są, wówczas przeprowadzamy z nimi wywiady. Ponieważ ciągle, może już niewielu świadków tych wydarzeń, ale ciągle żyją przecież synowie, córki, wnukowie tych osób i oni ciągle pamiętają o tym. Oni chcą też odkrywać pewne historie, co się działo z ich przodkami w czasie II wojny światowej. Muzeum pomaga im to zrozumieć. Руины бывшего лагеря, которые были свидетелями нечеловеческих мучений, вселяют ужас. Местные жители, которые знают о страданиях узников лагеря, свято чтут память о погибших. Można tak powiedzieć, ale z drugiej strony to byli ludzie, którzy nie byli niczemu winni. To byli żołnierze, którzy dostali broń, dostali rozkaz, walczyli o swój kraj, walczyli o swoje rodziny i to, że pochodzili z kraju komunistycznego, czy ich przywódcą był Józef Stalin, to nie ma tu żadnego znaczenia. Walczyli oni przeciwko wielkiemu złu, cierpieli i należy im się szacunek. Почитание истории, память об ушедших передается по наследству от отца к детям. Особое значение этому придают и старшие, и младшие. We wszystkich świętach, rocznicach jest taki zwyczaj, że kładziemy kwiaty przed pomnikami, pod tablicami, które upamiętniają to i również na grobach. Jest to szacunek dla tych ludzi, którzy wnieśli albo swój wkład w walce o polskość, albo w ogóle szacunek dla wszystkich, którzy tu spoczywają w grobach, niezależnie od tego, czy oni byli naszymi przyjaciółmi, czy byli naszymi wrogami często. To jest szacunek dla człowieka zmarłego. На территории Апольского университета находится братская могила советских солдат, где установлены 166 памятных табличек. На них высечены имена 487 человек. 99 остаются без имени. В настоящее время на территории Польши выявлено 561 место, посвященное памяти советским солдатам. В Варшаве установлено военное мемориальное кладбище воинов Советской армии, на котором покоится 21 468 солдат и офицеров. И среди них есть неустановленные имена погибших солдат. Сколько еще таких имен осталось после войны? Конкретно сказать, сколько там было представителей Казахской республики, очень сложно, потому что, во-первых, они были привезены, как вы уже знаете, с Украины, были пленены. Вот. И гитлеровцы в 1945 году эвакуировали этот лагерь. И все, кто могут передвигаться, они были приведены в западные земли Германии. Поэтому точных данных, сколько конкретно и кто, это довольно сложно определить. Вместе с тем у нас имеется надежда о том, что с открытием нашего представительства в Соединенных Штатах Америки американская сторона выразила свое желание передать нам списки военнопленных, которые под разными предлогами были перемещены в Соединенные Штаты Америки и в Канаду. Война жестоко обошлась судьбами миллионов и многих разбросала по всей планете. И одним из них может оказаться твой дед,
или отец, который и ныне числится без вести пропавшим. Живых участников войны осталось мало, но их свидетельства, рассказы участников войны могут открыть многие неизвестные моменты войны. Если некоторые считали военнопленных, вернувшихся с войны изменниками Родины, то другие воспринимали их как освободителей. А бывших пленных сейчас мало вспоминают. Возможно, мы когда-нибудь и восстановим имена всех без вести пропавших, так как поиски продолжаются по сей день. В архивах лежат тысячи до конца неизученных томов, с которых недавно снят гриф секретности. Поиски и исследования страниц нашей истории продолжаются. Во время съемок этого фильма от представителя Министерства обороны при посольстве Российской Федерации в Республике Польша нами получены новые сведения о судьбе 102-й стрелковой дивизии, сформированной в Южном Казахстане. Я вам передаю. В ноябре 1941 года в городе Чимкенте была сформирована 462-я стрелковая дивизия. В феврале 1942 года подразделение было переименовано в 102-ю стрелковую дивизию второго формирования. По национальному составу дивизия была преимущественно казахской. Дивизия, отправленная из Джамбула на фронт в мае 1942 года, вступила в свой первый бой на юго-востоке Украины. В своих воспоминаниях разведчик Николай Лисоцкий рассказывает, что первым увидел врага Абу Шалимбетов. В боях на Луганщине 102-я дивизия понесла большие потери. Оставшиеся в живых 200 бойцов присоединились к партизанскому отряду. Командовал отрядом капитан Хайруддинов. Так, в 1942 году в тылу врага в Украине появился Чимкентский партизанский отряд. В августе 1942 года дивизия была расформирована, а остатки дивизии переданы в 275-ю стрелковую дивизию. Такие сведения о 102-й стрелковой дивизии удалось найти во время поездки в Ламбиновице. Станция Ламбиновица. До конца Второй мировой войны она называлась Ламсдорф. Одним из эффективных методов воспитания подрастающего поколения в европейских странах, и в Польше в том числе, являются уроки истории. Для школьников проводятся экскурсии по историческим местам, показываются фильмы военной тематики. Дети встречаются с участниками войны и бывшими узниками концлагеря. В организации лагерь находились Румуальд Малиновский и Henryk Лагоцki. Strasznie nas gnębiły apele, bo było zimno, jesień, i musieliśmy godzinami stać na tym apelu. I to było, że byliśmy głodni to raz, i dwa, te apele to były makabryczne. Рамуальду Малиновскому, бывшему узнику концлагеря, было 15 лет, когда он стал участником Варшавского восстания. Był taki moment raz, że już my byliśmy, że tak powiem, umyci, ale czekaliśmy jeszcze na ubrania, które były od szalni, w takim, i przywieźli cały transport właśnie takich jeńców rosyjskich, ale rannych. Rannych. Byli strasznie byli nawet, którzy nie mieli nogi, ręki, ci koledzy im pomagali, ci, którzy byli zdrowsi, pomagali. I ich wszystkich wpakowali do tej łaźni, do tej bani, także i ci, którzy nie mogli stać, leżeli. I oni puszczali w tak dranie wodę, raz gorącą, raz zimną, raz gorącą, raz zimną. I tak to bractwo, no widok makabryczny, bo ужас. po prostu, no jak zwierzęta, to jak, no to, ale to byliśmy przez moment tylko, bo potem nas z tego baraku przenieśli do innego, tam czekaliśmy, zresztą w zimnie, nim z odszalni będą nasze ubrania. No to był taki bardzo przykry widok. I używali jeńców rosyjskich do takich prac najbardziej podłych.
Супруга Рамуальда Малиновского Кристина во время войны находилась в Южном Казахстане. Ей было 15 лет, когда семью депортировали из Львова. No i nas powieźli w kołchoz 1 maja. No i potem w kołchozie my tam półgoda żyli. No tam umiał mój dzied, potem moja babuszka tam umarła. No i my zostali z mamą wdwojom. No i nie знаю już jak to no, mama się postarała, że myśmy do kurgana. Pieszką, no tam wieści немножко wynajęliśmy osła. Арендовали осла, осел, чтобы дойти до... Tam wieści też. Так, No ja potem jeździła na Iszaku zabierać dżusam. Potem, teraz i tam nie dalej jeździ. spała, upadła, siadła, przekręciła i spadła z tego osła, to nie wiem co. No i tak попали w kurgan. Кристина рассказывает, что ее дедушка и бабушка похоронены в поселке Сузак Южно-Казахстанской области, а мать, возможно, нашла последнее убежище в поселке Ачисай. Сама Кристина вернулась в Польшу, а матери не дали разрешения на переезд. Больше они не виделись. Дети, внуки казахстанцев, воевавших против фашизма, погибших на своей и чужой земле и без вести пропавших во время Второй мировой войны, и такие польские семьи, как Малиновские, едины в главном. Всем народам необходимо сохранить мир. Wojny nie wiem, to jest straszna sprawa. Это очень плохо. Każdy chce, a nie wiem co to w ludziach jest, że się muszą gryźć. Nie rozumiem. Życie jest krótkie a to tak cały czas wszędzie. Tam się biją, tu się biją, tu się biją. Wysadzają się z amunicją, prawda? Życzyłbym, żeby był spokój wszędzie, bo to nie daj Boże wojnie. To, tak opowiadamy to swobodnie, ale jak tak się człowiek zastanowi, ile widział powieszonych, rozstrzelanych, trupów, tej męki, tego głodu, no to jest nie do powiedzenia tak w ciągu, zresztą trudno sobie wyobrazić.